Здравствуйте, в эфире программа «Интервью», и сегодня у нас в гостях боксер, уже защитивший титул интерконтинентального чемпиона мира по версии IBF Мурат Гасиев. Мурат, здравствуйте. Добрый вечер. Ну, собственно, недавно вернулись с последнего боя с Корой-младшим. Собственно, какие первые мысли были тогда? Получилось защитить титул. Что чувствовали, когда сказал рефери: вот все, победил Мурат Гасиев? Ну, изначально был другой соперник, кубинец, но с кубинцем не удалось договориться, и договорились с Корой-младшим. Бой складывался удачно в мою сторону, в каждом раунде я владел преимуществом, но он тоже показал характер, волю к победе, и он не уступал мне до последнего раунда. Но удача была на моей стороне, я был лучше готов, результат победа, и я очень был доволен. Ну, результат победы, победа в 9-м раунде нокаутом, но вот здесь вопрос в подготовке. Знаем, что готовился ты к другому сопернику совсем, и вот буквально до боя стало известно, что у него проблемы с законом, соперник испарился, пришлось готовиться к другому. Знаем, что соперник первый, он-то был посильнее. Вот расстроился, что поменялся человек, потому что, наверное, победа над другим соперником давала больше таких вестов потом. Конечно, я расстроился, потому что кубинец, он был во всех рейтингах намного выше меня, у него было больше очков. И победа над ним давала мне большой скачок в моей карьере. Я бы очень стремительно поднялся вверх во всех рейтингах. Но мы несколько раз переносили бой. У него то травма была, то проблемы с законом. Ждали его, потому что это был важный бой. Ну, не удалось с ним договориться. Договорились с Корой-младшим. Единственное, что у нас поменялось в тактике, это работа против левши. Потому что кубинец был правшой, а Кора левша. Кардинально ничего не изменилось, просто какие-то моменты в тактике поменяли. Ну, по ходу боя тренер активно подсказывал, знали, что корректировали немного тактику. Что подсказывал и что из этого удалось сделать по ходу боя? После каждого раунда он мне говорил об ошибках, где-то говорил прибавить, где-то первым номером поработать, где-то немножко пообороняться, на себя повытягивать. Ну, на каждый раунд было определенное задание. Ну, все, что планировалось, все было сделано? Ну, не на 100%, я думаю, на 80% весь план на бой мы выполнили. Я вернусь буквально 10 мая обратно в Калифорнию, в Биг Бэр, в зал. Уже с тренером сядем, просмотрим видеозапись и будем работать над ошибками. Ну, работа над ошибками, потом, чтобы в следующий раз все было правильнее. А когда вернулся в аэропорту, буквально ты сказал, что ну, радоваться-то особо долго нет, цели никакой, да, радоваться максимум один день, потом снова тренировки, тренировки и тренировки. Почему бы не дать себе немножко времени, порадоваться, насладиться успехом, или нельзя? Нет, можно, конечно, но не нужно себе давать поблажки. Я отбоксировал, прошел бой, отдохнул. В первую очередь я отдохнул морально, я увидел свою семью, потому что дома у меня было 5 месяцев. Племянников, маму, брата, и все. Несколько дней побыл дома и уже отправился в зал и начал дальше готовиться, потому что, возможно, мой следующий бой может быть за претендента на титул чемпиона мира, и отдыхать нет времени. Ну, это возможно, да? То есть еще пока ничего не известно? Да, неизвестно, пока там менеджеры, промоутеры работают над этим. Моя работа только тренироваться и все. Быть в форме всегда. Сейчас возвращаемся к твоему титульному бою, который проходил во Владикавказе. Его очень долго ждали, к нему на самом деле очень долго шли и местные болельщики, ждали очень многого, и некоторые были немножко разочарованы. Объясню сейчас чем. Тем, что болельщику-то со своей стороны хочется посмотреть максимум зрелища. Зрелище нам долго не удалось видеть, получилось меньше 100 секунд. Вот сам настраивался на то, чтобы быстро закончить бой, или это вот так получилось? Я, конечно, хотел выиграть нокаутом, но я не рассчитывал, что получится в первом раунде. Бой был 12-раундовый, вся работа была подведена к этому, чтобы всю дистанцию отбоксировать. Это вам со стороны кажется, что все легко, все красочно, зрелищно, а в ринге нам больно, и если есть возможность закончить, то мы заканчиваем раньше. Ну вот в ринге больно. Вот это главное, мне кажется, понимание, это чтобы понимать рядовому болельщику, да, потому что, например, даже девочки в основном не понимают, зачем это нужно человеку идти подставлять свое лицо под удары огромного мужика, стоящего напротив. Для чего? Ну, каждый делает выбор свой. Кто-то занимается борьбой, кто-то футболом. Я выбрал бокс. Первый раз, когда я попал в зал,
Я почувствовал то, что это именно тот вид спорта, в котором я могу чего-то достичь, каких-то высот, титулов. И ты уже на это не обращаешь внимания, больно тебе или еще что-то. Ты просто задался цели и идешь к ней. В одном из интервью вот говорил, что задача пропустить минимум ударов. Не всегда, конечно, получается, но все же. Вот, говорим о умности, об уме боксерском. Как это приходит? С опытом приходит или это чутье какое-то? Каждый бой дает тебе определенный опыт. Также ты видишь свои ошибки, работаешь над ними. Каждый удар, который ты пропускаешь, сильный, не сильный, не имеет значения. Он бесследно не остается, кто бы что ни говорил. И поэтому ты стараешься с каждым днем совершенствоваться, улучшать свою технику, свою защиту, чтобы уберечь свое здоровье, ну и себя самого. Но главное, да, быть здоровым, чтобы потом дальше побеждать. Говорил о том, опять-таки, в одном из предыдущих интервью, что не считаешь себя успешным спортсменом, несмотря на то, что выиграл уже 3 титула. Это природная скромность, я понимаю, но вот чего ты должен добиться, чтобы потом сказать, вот я успешен, я молодец. Когда я стану абсолютным чемпионом мира, завоюю все пояса, тогда я с уверенностью и себе, и всем скажу, то, что я добился каких-то серьезных результатов. А пока я выиграл несколько серьезных титулов, но я на этом не останавливаюсь. Главная моя цель, еще раз повторю, это абсолютный чемпион мира. Ну вот подобная самокритичность и подобная требовательность к себе, это вот то самое, что позволяет постоянно развиваться? Конечно, ты постоянно после каждой тренировки себе говоришь подсознательно, ты не доработал, тебе нужно больше работать, и это тебе, естественно, помогает в дальнейшем. Ну вот, говоря о тренировках и говоря о том, что приходится, да, себе самому объяснять многое, есть понятие лень, которое останавливало очень многих в свое время. Как перебороть лень? Элементарно. У тебя утром зарядка, ты просыпаешься. Естественно, тебе лень, теплая кровать, тебе не хочется вставать, бегать, опять напрягаться. Ты просто себе говоришь, твой соперник также проснулся, и он пошел тренироваться. У него уже есть преимущество. Ты на это смотришь и сам себе говоришь, нет, я не должен давать себе поблажек, идешь и тренируешься. Ну вот бывали моменты, когда говорил, да ну его. Когда я занимался, изначально я боксировал в любительском боксе. Там, я признаю, я позволял себе где-то сочкануть, где-то не доработать, не добежать кросс. Но в профессиональном боксе все совершенно по-другому. Есть 2 боксера, он и я. И если я где-то себе дал поблажку, не доработал, в бою это скажется. Но тут соперники сильнее, мы понимаем, что здесь нельзя, да, позволять Конечно. себе. А если мы говорим о себе как о человеке, да, все твои знакомые говорят о твоей природной скромности и какой-то просто ненормальной для боксера доброте. Говорят, что ты слишком добрый. Вот как с этим бороться, когда вот выходишь на ринг уже, да? То есть до того, как вышел на бой, Мурат Гассиев добрый, Мурат Гассиев хороший, Мурат Гассиев всех любит. Зашел на ринг и что? Все, я уже отключаюсь от внешнего мира, передо мной мой соперник, и я на самом деле меняюсь, у меня нет ни чувства сострадания к нему, какой-то жалости. Моя задача выиграть любыми путями, и я все для этого делаю. А после боя? После боя опять прежний Мурат, такой же добрый. Идет и жмет руки окровавленному сопернику. Да, конечно, уважение нужно всегда. Говоря о подготовке к разным боям, соперник, он всегда разный, и у каждого свой стиль, да? А как только тебе называют фамилию твоего соперника, называют дату, называют место, что дальше происходит? Как готовитесь вместе с тренером и как отрабатываете каждого нового соперника? Команда боксера присылает 2 или 3 последних его поединка. Мы садимся, просматриваем видеозаписи, видим его слабые стороны. И тренировочный процесс уже с этого начинается. Все идет на то, чтобы над его слабыми сторонами работать, уже какой-то план свой, победный план выработать, и все на это нацелено. Ну, соперники далеко не слабые люди, мы это прекрасно понимаем. Вот как выйти на ринг так, чтобы быть уверенным в своих силах? Никогда не страшно проигрывать, например, да, потому что знаем, огромная победная серия, 21 поединок, да. Сейчас всякое в жизни бывает. Вот не страшно проиграть, оборвать такую серию?
Я лично о проигрыше никогда не думаю. У меня в голове только победа и ничего кроме этого. Я выхожу и побеждаю, а о проигрыше ни одной мысли. Ну, кто настраивает, кто помогает настроиться и никогда не стушеваться даже перед соперником, который, возможно, сильнее? Это тренер, конечно, в первую очередь. Он всегда с тобой, всегда тебе поможет, подскажет морально. Друзья, близкие, семья. И также я постоянно перед боем слушаю осетинскую музыку, и она очень сильно настраивает. Ох, вот это интересно, кстати. А мы, кстати, сейчас вспоминаем о выходе, о том, как Мурат Гасиев выходит на ринг. Это всегда очень эффектно, очень красочно. И знаем, что второе имя, да, боксерское имя, это Ирон. Именно псевдоним, насколько он раскручен и как он помогает, наверное, все-таки чувствовать на спине эту надпись и знать ответственность перед родным народом. Я боксирую в Америке, уже несколько боев провел, в Европе, по России боксирую. И когда я в ринг выхожу с этой надписью, я хочу, чтобы видели то, что боксирует осетин, чтобы маленькая республика наша, они узнали, и все для этого делаю. Но мы знаем, что в Осетии очень много людей за тебя болеет. Вот связываются с тобой как-то, не знаю, чувствуешь, что вот все-таки знают, любят и болеют? Конечно, очень много людей пишет в социальных сетях. Вот мой последний бой он в Коннектикуте проходил. Группа осетин, ребята с Майами приехали на машине, 25 часов ехали. Это очень дорогого стоит, было очень приятно их видеть там. Но вот родные болельщики, они всегда помогают. Я сейчас опять вспоминаю бой с Каре Капланом, а тогда родные трибуны помогли? Конечно, помогли. Я очень с большой радостью принял то, что мне сказали, что бой будет дома. Пришло очень много друзей, но также некоторые боксеры, у них слабая психика. Они поддаются на крики болельщиков и теряют голову, и боксируют так, как не должны боксировать. Нужно всегда придерживаться плана на бой. Ну и, конечно же, в любом случае болельщики помогают. Вот говорим о том, что бокс все-таки это драка, как ни крути, но вот интересно мнение самого боксера. Как часто идут кулаки в ход вне ринга? И когда, как ты считаешь, это оправдано? Когда можно пускать, когда вот другого варианта нет? Когда говорят, бокс это драка, это кто к боксу не имеет никакого отношения, так думает. Это шахматная партия. И это не просто машут кулаками два боксера. У них есть тактика, план, и они его соблюдают. А вне ринга я вот последний раз дрался, наверное, в 7 или в 6 классе так просто со своим одноклассником. Чуть-чуть подтолкались, если можно так сказать, и все. Я категорически против этого. Люди, которые тебя окружают, они будут всегда тебя выводить из равновесия и выводить на эмоции, чтобы спровоцировать тебя на неправильные поступки. И ты должен всегда оставаться спортсменом, порядочным человеком и не позволять себе таких действий. Ну, смотри, мне просто интересно, есть ли какой-то такой случай, при котором, вот ты считаешь, да, нету другого выхода и могут пойти кулаки в ход? Да, есть, конечно, если кто-то обидит недобрым словом или еще что-то мою мать или моего родного брата, там уже я не посмотрю, кто передо мной стоит, что этому человеку будет нехорошо. В общем, вот таким способом мы пришли к выводу, что Мурат Гасиев человек неконфликтный, ненавидит драться, но есть еще один стереотип, который преследует очень многих спортсменов. Это то, что спортсмены не любят учиться. При этом мы прекрасно знаем, что Мурат Гасиев человек очень начитанный, любящий книги, любящий кино хорошие, и даже знаем, что в детстве писал стихи. Вот. Как на это остается времени, и как в одном человеке уживается человек, который бьет на ринг другого человека, и человек, который ценит качественную литературу? Честно сказать, вот последнее время на книги и на все остальное очень мало времени. Потому что я вот в последнее время тренируюсь в Америке. Очень тяжелые тренировки 2 раза в день. Находишь время только на сон и на тренировки. На другой нет времени. А так, конечно, если у тебя есть свободное время, ты берешь книгу, читаешь, развиваешься, пополняешь свой словарный запас. Это важно, я считаю, да. И сейчас такой, знаете, совет для зрителей. Что Мурат Гасиев посоветует почитать и что посоветует посмотреть? Почитать можно роман Майн Рида «Всадник без головы», а из фильмов я могу посоветовать «Законопослушный гражданин». Вот очень хороший выбор, соглашусь. Сейчас ты тренируешься в Америке.
и понимаем, что прекрасно, что большая часть твоего времени уходит на тренировки, но ты практически живешь в центре Санчеса, где готовятся несколько российских спортсменов. Как организован быт в этом центре? Кто кому готовит? Кто убирает? Потому что несколько парней в одном доме. Как живете? Мы живем в доме, который Эйбл Санчес переоборудовал под боксерский зал. На первом этаже в гараже у него ринг стоит, мешки висят, все другие тренажеры. На втором этаже у нас кухня, комнаты. Мы сами покупаем еду, сами готовим, друг другу, друг за друга моем посуду. Так интересно посмотреть, как боксеры, чемпионы мира моют посуду. Я думаю, это уже в другой передаче мы посмотрим. А что главное, наверное, поменялось с твоим уездом в Америку? Что главное тебе дал американский тренер? Вот мы знаем, что ты решил уехать в Америку абсолютно осознанно, зная, что вся индустрия бокса, она более развита там. Что главное, чему научил? В Америке, я когда попал в Америку, с каждым днем я узнаю что-то новое, я совершенствуюсь. Эйбл Санчес каждый день мне помогает, подсказывает, и я уже под его руководством провел 3 боя, и с каждым боем я прогрессирую, и я думаю, с этим тренером мы добьемся хороших результатов. Добьемся хороших результатов относится, наверное, не только к тебе, да, а ко всей группе, которая занимается под его руководством. Сейчас один из твоих товарищей проведет в ближайшее время бой, Константин Пономарев. Вот сейчас, как считаешь, каковы его шансы на успех и на кого бы ты поставил в этом бою? Я думаю, бой будет очень серьезный, очень сильный. Я думаю, 50 на 50 шансы 2 боксеров. Но Константин провел 2 месяца в тренировочном лагере Эйбла Санчеса. И я вместе с ним тренировался, я за ним следил. Он тоже прибавлял с каждым днем. Его физические кондиции улучшались, ударная мощь тоже возросла. Я не сомневаюсь в его победе. Я думаю, он победит. Но соперник тоже, еще раз скажу, не из простых. И бой будет очень зрелищный. И говоря о зрелищности боев, сейчас нас ждет бой века, который называют, да, там прям огромные ожидания. Сам за кого будешь болеть? Я уверена, будешь смотреть, но вот болеть за кого? Конечно, я болею всегда и буду болеть в этом бою за Мэнни Пакьяо, потому что я когда начинал только смотреть еще, я смотрел его бои, он мне очень нравился как боксер, как человек, как личность. Вне ринга он очень скромный боксер, без какой-то звездной болезни, и он мне импонирует. Но вообще ты, когда говорил о своих кумирах в ринге, сказал, что в приоритете для тебя это те боксеры, которые начинали с низов, с неблагополучной, возможно, семьи, с не самого, наверное, удачного старта в жизни, да, и так далее. Вот почему такой выбор именно, и кто для тебя кумир, на кого стараешься равняться? Один пример, это, например, Майк Тайсон. Он был из очень бедной семьи, рос в неблагополучном районе. И глядя на него, видишь, что человек не имел ничего, просто у него была цель в профессиональном боксе, он добился ее, у него и жизнь улучшилась, он заработал деньги, и своей семье помог, и прославился на весь мир. Тот же Майк Тайсон, заработав много денег, ушел во все тяжкие. Знаем, что большой спорт – это всегда деньги, всегда контракты, всегда слава, если ты успешен. Вот что позволяет не сорваться? Это твои близкие друзья, очень важное окружение, с кем ты дружишь, и твоя семья. Если тебя будут окружать легкомысленные друзья, они тебя будут подталкивать на это, потрать деньги, на то. Вот я общаюсь с такими ребятами, которые и сами работают порядочные, я в них на 100% уверен, и они меня за собой никуда не потянут, они наоборот меня поставят на правильный путь и будут помогать мне. Вот бывали случаи, когда вот вроде дернулся не туда, и друг сказал тебе, надавал по башке и сказал: а ну-ка не смей? Конечно, каждый день я допускаю какие-то ошибки. У меня есть друзья, которые постарше меня, они мне подсказывают, всячески помогают, и я это очень ценю. Хорошо, мы возвращаемся опять к тренировкам. Знаем, что большую часть времени проводишь на тренировках. Дается вам один выходной. На что он уходит?
Лично у меня весь выходной я сплю до вечера и уже выхожу чуть-чуть, прогуливаюсь в лесу, там у нас лес есть, возле озера, как-то расслабляюсь морально. Здесь вот во время тренировочного процесса очень важно подобрать правильного спарринг-партнера. Тебе посчастливилось спарринговаться с очень известными боксерами, да? Какой вывод для себя сделал, чему они тебя научили? Я поспарринговал с Жаном Паскалем, с Владимиром Кличко. И я посмотрел, на каком уровне они боксируют. Последний мой спарринг был с Владимиром Кличко. Он очень сильный боксер, и я вижу, на каком он уровне, и посмотрел свои ошибки. И есть над чем работать, двигаться вперед нужно. Говоря о спарринг-партнерах, в одном из интервью ты сказал, что в Осетии тренироваться тебе тяжело в связи с тем, что нет спарринг-партнеров здесь. Но при этом недавно совсем успел провести впервые здесь мастер-класс для ребят маленьких совсем, да, воспитанников боксерских секций здесь. Посмотрел на ребят, поучил. Вот какой главный совет ты им дал? И, наверное, посмотрел на них, вот есть им одаренные ребята прям? Конечно, есть. Мой тренер, когда я приехал, предложил мне провести мастер-класс. Я с радостью согласился, потому что я сам рос в этом зале, и мне было очень приятно приехать с Америки. Я там тоже обрел некий опыт, поделиться с ребятами, что-то им подсказать. Я думаю, они для себя тоже возьмут какие-то моменты. И на сегодняшний день наши боксеры Осетии выходят на прежний уровень, потому что боксеры прошлых лет были очень сильными. Когда они приезжали на чемпионат на СКФО, все просто молились, чтобы не попасться с осетином, не побоксировать, потому что они знали, что приезжают очень сильные боксеры и не хотели с ними боксировать. А сейчас все возвращается на прежний уровень. Ребята тренируются, стараются, и очень много талантливых. Ну, хочется верить, что в итоге потом будет целая сборная команда, и мы будем говорить не об одном человеке, а сразу о 10, например, да? Ты сам осознаешь, что ты пример для нынешней молодежи, и что они смотрят и, наверное, берут пример? Я думаю, что да. Я стараюсь на своем примере. Есть много других известных спортсменов, которые на своем примере показывают, чего можно достичь, если задаться цели. Свой образ жизни стараешься правильно вести, чтобы на тебя смотрели и, может быть, подражали тебе, не допускали каких-то ошибок. И, конечно, хочется, чтобы как можно больше молодежи в Осетии и не только занимались спортом, потому что это куда лучше, чем просто бессмысленно проживать каждый день. В современном мире, где так важны социальные сети, когда все следят за своими кумирами через тот же Твиттер, Инстаграм, Фейсбук и так далее, как ты считаешь, насколько важно, вот ты все-таки активный пользователь социальных сетей, как ты считаешь, насколько важно быть медийным для спортсмена, насколько важно держать связь с болельщиками через те же соцсети? Для любого спортсмена-профессионала это очень важно, потому что ты выкладываешь туда фотографии, видео. Люди смотрят, на каком этапе подготовки ты находишься, поддерживают тебя, пишут комментарии, которые тебя тоже вдохновляют. И еще социальные сети – это один из элементов пиара, и это тоже очень важно. Ну да, когда тебя не слышат, ты, по сути, никому не нужен. Да? Как только тебя начинают видеть и читать в тех же соцсетях, ты интересен всем. Интересно все же, кто твои главные болельщики, кто в основном поддерживает и кто всегда рядом с тобой во время всех боев? Мои главные болельщики – это моя мама, мой брат, мои друзья и также мой тренер Сланов Виталий Константинович. Он на всех моих боях присутствовал, на всех боях приезжал, в том числе и на последний бой он приехал, поддержал меня, и было очень приятно. Но вот в таких случаях такие близкие люди, они, наверное, знают обо всех проблемах, о том, что тяжело, наверное, иногда приходится перебороть себя. В таких ситуациях могут дать пинка и отправить в зал, когда вот прям вот совсем плохо, не можешь. Они вот говорят: нет, дуй. Слава богу, у меня таких моментов не возникало. Были какие-то тяжелые моменты именно в зале, в тренировочном. Там уже главную роль играл тренер, он подходил, подбадривал тебя, подсказывал, и ты забывал все и продолжал тренироваться.
Вот для тебя, для спортсмена, как легче работать, наверное, да, когда тренер мягкий, спокойно с тобой разговаривает, подбадривает, или когда вот он жесткий, вот ни слова вот против него говорить нельзя? Я думаю, 50 на 50. Он должен быть в определенных моментах и мягким, добрым, в определенных моментах очень строгим. Если он будет постоянно мягким, да, на характер, тогда не будет серьезных тренировок. Ну, а если вечно жестким, то человек рано или поздно сломается. Конечно. Когда о тебе говорят, да, в том числе и журналисты, есть вот ряд понятий, да, которые вот они постоянные, да, это то, что тебе 21 год, чего по тебе никогда не скажешь, если честно, да, то, что вот рост 1,92 м, то, что ты в первом тяжелом весе, правша, обладатель нескольких титулов, 21 бой, там, 21 победа, то, что любишь нокауты, это то же самое, да, но вот сам про себя что добавишь к этой такой боксерской характеристике, что бы добавил сам? Что бы сам о себе хотел сказать? Могу себя одним словом охарактеризовать. Надо было ему еще дописать «добрый». Тогда бы вот полное описание у меня получилось. Добрый, и знаешь, вот что еще важно, да, я там смотрела несколько интервью, твой первый тренер говорил о тебе главное, то, что ты упорный. Опять же повторюсь, есть определенная цель. И каждый день у тебя какие-то испытания, ты их преодолеваешь и идешь к этой цели. Не нужно никогда останавливаться. Нужно просто верить и идти к ней. Но при этом вот ты опять же говорил о том, что не ставишь пока перед собой глобальных задач. Ты идешь медленно, шаг к шагу, к своей главной цели, да, к главному титулу. А сейчас в ближайшее время, да, вот как спрашивают, знаешь, у артистов, какие творческие планы. Вот у тебя какие планы на ближайший там месяц, например, да? Что будешь делать, когда вернешься в Калифорнию? Как будешь работать? В ближайший месяц я вернусь, да, в Калифорнию. И там уже ближе мой менеджер скажет мне, какие у нас планы, кто соперник, и уже начнем конкретно готовиться под него. Ну, в ближайшее время станет известен следующий соперник Мурата Гасиева, а до тех пор будем держаться в форме, да? Конечно. А в завершении мой последний вопрос. Знаешь, насмотревшись огромного количества фильмов о боксерах, да, есть один такой вывод, что положительный герой всегда побеждает, это всегда в Голливуде было, есть и будет, но он побеждает только тогда, когда ему есть за что биться. А вот, возможно, это стереотип, навеянный Голливудом, да, но все же Мурат Гасиев, когда выходит на ринг, он бьется за что? Я бьюсь в первую очередь за Осетию, во вторую очередь за себя, за свою команду, за своих близких. Ну вот на этом такой положительной ноте и патриотичной в том числе предлагаю закончить. Предлагаю обратиться к болельщикам, возможно, сказать слова благодарности тем, кто всегда тебя поддерживает и всегда на связи. Хочу поблагодарить всех людей, которые за меня болеют. Их поддержка для меня очень важна. Также хочу свою маму поблагодарить, своего брата за то, что они верят в меня, поддерживают всегда рядом со мной. Также председателя правительства Республики Северная Осетия Алания Такоева Сергея Кирменовича. Благодаря этому человеку в моей карьере произошли большие изменения. И еще своего тренера Сланова Виталия Константиновича. Ему огромное спасибо, он меня всему научил. То, что я сейчас умею, это его плоды. Ему огромное спасибо. Вот такой список большой, список людей, которые сыграли очень важную роль в жизни Мурата Гасиева. Наверное, каждому спасибо, и не только от тебя, но и от всех болельщиков, которые все-таки теперь за тебя болеют. А тебе спасибо за то, что ответил на эти вопросы, список не маленький все-таки, да, и от меня лично удачи в следующих боях. Будем болеть, будем следить и поддерживать отсюда. Спасибо большое. Ну а нашим зрителям я напоминаю, что сегодня у нас в гостях был боксер, теперь уже защитивший титул интерконтинентального чемпиона мира по версии IBF Мурат Гасиев. С вами мы увидимся ровно через неделю, в следующий понедельник. Меня зовут Яна Гайгиева. Всего доброго и до встречи.